Салем, хурметі достар, үтекөннен күнде доғыттыр. Ну что, потеряли? Вообще, мы должны были выехать вчера в субботу в 6, в 5 утра. Но сегодня воскресенье. И выедем мы только завтра. Спасибо вообще большое, что вообще выедем. Почему? Потому что, вообще объясню ситуацию, почему-то люди думают, что это наша машина. Нет, не наша машина, это машина моей подруги, которая переезжает, ну, тут жила и решила переехать со всей своей семьей туда, в Якутск. И машина осталась, получается. И она сетовала на тему того, вот, надо перевести того человека, который, ну вот, перегонщика, ага, оплатить ему билет с Якутска до Алматы, и с Алматы он барарын проживание, его расходы, плюс еще ему заплатить, чтобы он доехал до Якутска. И тут я как-то, а мы же есть, сказала, как-то все случайно вот так закрутилось, завертелось, и мы как раз летом собирались домой на родину, и подумали, что да, в принципе, для нас это путешествие, ага, и для пересечения, чтобы пересечь границу, нужна доверенность именно в бумажном виде. И вот эту доверенность наконец-то Катя отправила через неких девочек, ага, и мы должны сейчас их встретить, взять бумажный вариант доверенности, и завтра с утра уже выезжаем в сторону Якутска. Зато мы вот эти 2 дня отдыхали, ага, отдыхали каждая в своей комнате, лежали, не вставали. У меня аж просто бока отлежало все. Я так не отдыхала давно ведь. Ага, все 2 дня лежали, и это тоже хорошо, потому что 10 дней вот в пути, это тоже стресс для организма, для менталки, и мы решили, что, короче, в выходные да вот так будем лежать. Вот в чем заключалась наша пропажа, и пропала я, потому что я просто хотела лежать. Так что сегодня уже загрузим видео нашей подготовки. Дел просто куча. Надо отдать кошку, надо сходить в зеленый базар. Нам нужно еще вещи собрать. Еще что надо было? Не помню. Где? Ага, и что-то очень много. Оладушки приготовить, потому что я не готова. Последний раз, когда я готовила оладьи, я не помню уже. Это было лет 10 назад, наверное. И вот я должна еще приготовить оладушки, а Ника должна отдыхать все эти дни, потому что 10 дней она одна будет за рулем. Ну вот такие новости. Так что сейчас мы приехали в аэропорт. Будем встречать девочек. Я не знаю, как они нас узнают, кому нужно дать, как они узнают человека, которому нужно дать доверенность, потому что я думаю, что они будут без связи. Вот. Нам нужно будет сейчас найти где-то маркер А4, листочек, не знаю, что-то, чтобы они как-то идентифицировать себя. Ну вот. Так что продолжаем, уже подготовка начинается, еще покажем вообще, как идет подготовка, сколько вещей мы везем. Это все-таки машина не пустая, она прямо целый КамАЗ. Вот, так что все, начинаем подготовку. Ура! Мы получили нашу доверенность, и можно завтра уже выезжать. А сейчас мы стоим в международном аэропорту Алматы. Он у нас открылся в прошлом году. Ага, это Воллагана. Сейчас вот рейс с Медины идет, это Воллагана, где Мекка стоит. По-моему, поэтому встречающих гостей очень много. Это вообще гэх какой-то отдельный. Потому что я никогда еще не видела, что столько детей, столько взрослых с букетами цветов, и они от души встречают, оказывается. И это вообще прикольно. Вот, и мы хотим посмотреть, как встречают. Может, с танцами, с плясками будет. Ага. А сейчас мы находимся в международном аэропорту. Это тут прибытие международных рейсов. А на 2-м этаже вылет. Он у нас появился только в прошлом году, а до прошлого года. Сейчас мы пройдем маленький аэропорт, тоже покажем. Там внутренние рейсы. И вот вообще аэропорт, он был вмещал все рейсы, международные и внутренние. Я не знаю, как там вообще помещались, потому что аэропорт такой чукурушный. И вообще, алматинцы говорили, что типа стыдно за наш порт. И вообще классный аэропорт не оказалось. А сейчас, конечно, в сравнении понимаешь, что да, действительно, как мы вообще помещались в том аэропорту. Сейчас вот, прикольно. Давайте сейчас тогда, пока рейс с Медины еще не вышел, еще нету танцев, плясок. Пройдем во внутренний рейс, во внутренний аэропорт. Что, пошли?
Все, смотрите, вот внутренний рейс, это старый аэропорт, и уже написано, видите? А вот стоит международный аэропорт. Ну его так не видно, как будто маленький, на самом деле изнутри он очень большой. И вот до прошлого года, до конца прошлого года, по-моему, мы ездили все здесь, приземлялись сюда. Вот. А вообще история аэропорта началась в 1935 году. Первым рейсом был рейс Алматы-Ташкент. Вот. И вот такой красивый аэропорт. И вот. Можете вот посмотреть, да, приблизить, как вот написано, да? Сегодня у нас в Алмате плюс 30 градусов, жара нереальная, но еще воздух есть. Сейчас мы пройдем, вообще тут пробки жесткие, мы сейчас идем в бесплатную парковку. Завтра мы улетаем, а в четверг будет здесь плюс 37. Уезжаем, это влияние аэропорта, мы улетаем, уезжаем. А так летом тут где-то плюс 43, но в принципе жара мне вообще переносимая, нормально отношусь к жаре в Алмате, потому что тут деревья. Ну что, пройдемте, что тут стоять на месте, разучились за эти дни снимать влоги. Вот так. Так, такси иногда сложно бывает заказывать. Мы сегодня собираемся, поэтому на машине приехали сразу и вот где-то рядышком припарковались. Вот. Ну все, следующий час мы едем только офис Кади. В офис. Что делать в офис? Скачивать фильмы. Потому что интернет дома очень медленный. Потому что не заплатили. Ну, смысл 9 кордок. А в офисе он уже проплачен на месяц вперед. И мы решили, что давай-ка, ну-ка в офис скачивать. И проверим заодно, все ли мы выключили. Вот, и потом уже будем быки отвозить. До встречи в офисе. Все, мы пришли в офис. Мы как истинные стартаперы. Сидим над гаражом. Вот такой у нас офис. Это стол Ники, пожалуйста. Это мой стол. Это стол Никиты. Никита в отпуске. И нам даже вот кондер поставили новенький. Вот. А что еще? У нас есть классная картина от Нади Брик. Вот. Горы. Ага. А еще у нас есть флаги. Мы работаем на 2 страны, на 2 республики. В частности, это Республика Казахстан и Республика Саха-Якутия. У нас еще для нашей команды Брэдли Нельсон оставил автограф в своей книге «Код тела». Мы были соорганизаторами его мероприятия в Алмате. Это Брэдли Нельсон, Джо Диспенза, люди, которые работают именно с мышлением, с подсознанием. Если вы слышали про работу трех мозгов, да, про работу подсознания, про психосоматику, вы, наверное, наслышаны о таких экспертах, как Брэдли Нельсон, Джо Диспенза. Вот его семинар тут проходил, и мы были соорганизаторами. Тебе надо включить микрофон, кстати, ведь. Тебя не слышно. Ну все, сейчас мы начинаем скачивать фильмы, и потом дальше поедем за быки. Мы приехали. Мана так караулу, да? Я не знаю, арай тағысты. Такалы, да, арай? Вот быки. Оставляем быки на месяцок Лену с Кешей. Вот такой у нас рюкзачок с окошком. Каннавари. Каннавари. Все нормально, да? Ника, как всегда, тухпар вот цветы с собой взяла еще. Тухпар юрин бардам tutsa. Так, и теперь я забираю. Ой, видите. Так, на мне, конечно, что, если у Ники кошка, там, цветы, на мне туалет. Всякая параша на мне, конечно. Туалет, уборкой туалета всегда я занимаюсь. Я ответственная за говно. Как тетучка наша. Ну все. Дальше потом снимем. Все, пошли. Ой, сердится. Сердится, слышишь? Нашла свой туалет. Вот же. Все, туалет тата булла.
Не будем тебя снимать, сейчас ей стыдно. Вот. Ну, быки сюда уже в который раз приезжают? Третий в Лахте. Виналахки шапа дома. Көрім барын троллар. Быки иттери. Вот. Все, и цветочек был, да? Это долларовое дерево, не знаю, когда надо поливать. Раз в полгода в углах, да? А, полу. А, да? Ника просто говорила, типа, редко надо инди. Вот такой вид из окна, мальчугей. Он говорит, ага, нарежь. Чай, до скорой встречи в Зеленом базаре. Все, друзья, наконец этот день заканчивается, и мы туда-сюда ездили, очень много всего сделали, и некоторые вещи мы не успели даже отснять. Вот, так и не отсняли, и не побыли вот этот в аэропорту, не увидели, как встречают с Мединой, да? Ну да ладно, ничего страшного. Итак, вот наша подготовка. Что мы взяли? Первым делом полисорб. Вторым делом туалетная бумага, шутка. Мы ездили в Зеленый базар и накупили огурцов, мандаринчиков, еще яблок и это персики, нектаринки. Вот они. Вкусно. Каждый раз стараемся покупать у одних и тех же, и там вот парни продают, ну прям очень вкусно. Да, как бы чуть дороже, чем у других, но у них прям вкусно-вкусно. Мы уже несколько штук съели. Я такая удивилась. Если бы в прошлом году я поехала бы в такое автопутешествие, я бы накупила колбасы, там, ветчины, майонеза, хлеба и сделала бы бутерброд, его, я не знаю, я бы так поехала. А сейчас я удивилась тому, что вот у нас вот такая еда, и в принципе нету тут мучного. Вот так вот, оказывается, аскеза работает. Дальше мы взяли еще, заказали, сейчас я потом это покажу, как видно здесь вот скакалка лежит. Мы взяли скакалку за 500 тенге, потому что мы ведем такой пеший образ жизни в Алмате, мы много ходим, занимаемся спортом, и очень не хочется терять мышцы за эти дни, и каждое утро, вот обещаю прям, если этого видео не будет, просто отхлестайте меня этими скакалками. Наша задача каждое утро час мы должны будем заниматься спортом, все втроем, потому что 10 дней сидя это ужасно просто, мы нормально ходить же не можем, поэтому обещали тоже друг другу, что будем останавливаться в каких-то красивых местах и час хотя бы походить, не час, 30 минут. Еще взяли, вот смотрите, что это такое, это у нас, как называется, печка? Походный грелка или что? Плита. Плита с газовым баллончиком, вот так, и все. И мы будем готовить. Будем готовить макароны по-флотски, рамен, как же без них, и кипятить чайник. Так что, постоянно там зависеть от буфетов тоже не хочется, потому что кто его знает, как готовят, потому что Саша, когда ездила всей семьей, они отравились там с детьми, и поэтому будем сами вот так готовить, и в буфетах, конечно, тоже будем кушать. И, все, в принципе, мы готовы, вообще бардак, все как-то вот так, и наша задача сейчас в кратчайший срок за 2 часа собраться и лечь спать. Я думаю, мы не успеем, Ника. Все, и в принципе все же, да? Вот вся наша подготовка. Еще берем термос, потому что я пью очень много кипятка. Еще, кстати, мы сейчас выйдем и покажем, что мы купили вообще туда, на родину, в Зеленом базаре. Что мы взяли? Мы взяли жент, ремшик, курт. Покажем, да? Я думаю, мы сможем показать. Все, давайте. Понимаете, да? Так что мы накупили, мы разделим это по этим нашим
друзьями, ну, чтобы попробовали вообще, ага. И мы решили сделать наборчики, и в этих наборчиках будет, смотрите, нават, это такой сахар. Угу. Хотим сделать бокс. По секрету всему свету. Но я думаю, ага, не смотрят. Те у нас основные зрители, это, по-моему, с Казахстана, где все-таки. Ага, еще мы купили этот курт, конечно. Это, смотрите, курт, он такой, этот, самодельный, это вот форма пальцев, ага, вот так сжимают. Угу. И мы взяли вот такой не очень сильно соленый, но и не слабо соленый. Он такой один из самых лучших куртов взяли, короче. Пробовали, все перепробовали. И вот это самый лучший сказали. И нам он очень понравился. Дальше жент. Вообще, жент, он очень вкусный, наверное. Ну, в этом, вот посмотрите, какой он. Это как... У нас был обзор саха казахской еды в YouTube-канале, на том первом канале, где мы вообще ведем беседы, подкасты про бизнес. Ага. И вот там есть обзор саха казахской кухни. И мы там кушали хойдын басы. Ага. Очень вкусно было. Вот жент мне очень понравился. Вообще, почему-то в казахском языке нужно говорить букву Е обязательно. Жент. Не жент, не тенге. И меня вот сильно меня слух режет, когда люди говорят, особенно, ну, приезжие, да, мы, ага, когда говорят именно тенге. Вообще россияне игнорируют букву Е. А в казахском он очень яркий, и его нужно произносить обязательно. И будет не тенге, а тенге. И не жент, а жент. Вот. И, конечно, взяли иремшик. Он очень вкусный. Моя мама его ждет. Вообще. Просто, ну, дальше мы сделаем обзор, когда приедем в Якутию. Ну, просто, ну, это как ириска, ага. Но он очень мягкий, ага. Зубы не портит, натуральный. Короче, всем советую. Ну вот. Так что вот что мы везем. Такая довольная. Ну, потому что в первый год мы везли там сувениры казахские, это. А сейчас хочется, вот, ну, чтобы люди попробовали именно еду. А, конечно, хотелось хазы и все такое. Ну, а что делать 10 дней в машине? Хазы не будет хазы. Ага, ну вот такой вот обзорчик на продукты. Вот так вот. Ну все, это уже последний эпизод. Встретимся с вами завтра, через несколько часов. В 5-6 утра мы должны выехать уже. И, ну, будем собираться. Буду делать оладушки. Завтра посмотрим, как все это будет. Ну все, сау болыңыздар. До скорой встречи, дорогие мои. Все, спокойной ночи.